Урок номер 11. Советы отца. Вы научитесь слушать и понимать текст, отвечать на вопросы, правильно употреблять в речи формы местоимения «ты». Упражнение 1. Прочитайте заголовок рассказа Ибрая Алтынсарина. Предположите, о чем в нем может говориться. Берілген тақырып бойынша садовые деревья. Ибрай Алтынсариннің әңгімесі не туралы болады, соны болсам жасаңдар дейді. Думаю, речь пойдет о разных садовых деревьях. Упражнение 2. Послушайте рассказ. Подтвердилось ли ваше предположение? Назовите героев и основные события. Мәтінді оқыңдар. Жаңағы болжам сәйкес келді ме, жоқ па? Кейіпкерлерін ата. Один человек гулял в саду со своим сыном. «Почему это дерево растет прямо, а вот то дерево криво?» – спросил сын. «За этим деревом при его росте ухаживали, срезали кривые ветки, а то росло само по себе», – ответил отец. «Большая польза бывает от ухода», – сказал сын. «Ты ведь тоже похож на молодое дерево. Если я буду учить тебя хорошему, а ты слушаться меня, то ты вырастешь честным, хорошим человеком. Если же ты будешь расти без присмотра, то будешь похож на это кривое дерево», — закончил отец. Чтобы вам было понятно, переведем на казахский язык. Бау ағаштары. Тапсырма. Әңгімені тыңда. Сенің болжамың расталды ма? Кейіпкерлерді және негізгі оқиғаларды ата дейді. Бір адам ұлымен бақта серуендеп жүрді. «Неге мына ағаш түзу өсіп тұр, ал анау ағаш қисық?» деп сұрады ұлы. «Бұл ағашқа өсу кезінде күтім жасалды. Қисық бұтақтары кесілді, ал анау өз бетімен өсті», деп жауап берді әкесі. «Күтімнен үлкен пайда болады екен», деді ұлы. «Сен де жас ағашқа ұқсайсың. Егер мен саған жақсылықты үйретсем, және сен мені тыңдасаң, сен адал, жақсы адам болып өсесің. Ал егер сен қараусыз өссең», деп аяқтады әкесі, «ода сен мына қисық ағашқа ұқсайтын боласың». Теперь ответим на вопросы. Какие деревья мальчик увидел в саду? Мальчик увидел деревья, которые растут прямо, и деревья, которые растут криво. Как отец объяснил сыну, почему в саду есть разные деревья? Отец объяснил, что за прямым деревом ухаживали, обрезали кривые ветки, а кривое дерево росло само по себе, без присмотра. Почему отец сравнил сына с молодым деревом? Отец сравнил сына с молодым деревом, чтобы объяснить, что воспитание и уход важны для его роста и развития так же, как уход важен для роста дерева. Что должен сделать сын, чтобы вырасти честным и хорошим человеком? Найдите ответ в тексте рассказа, прочитайте его. Сын должен слушаться отца, когда тот будет учить его хорошему. В тексте сказано: «Если я буду учить тебя хорошему, а ты слушаться меня, то ты вырастешь честным, хорошим человеком». Объясните, как вы понимаете название рассказа, как еще можно озаглавить его. Название «Садовые деревья» относится к прямому сравнению между деревьями в саду и человеком. Деревья, которым оказывают уход, вырастают прямыми, а сын, который слушается и получает хорошее воспитание, вырастет хорошим человеком. Название подчеркивает, что человек, как и дерево, нуждается в уходе. Другие возможные заголовки: уход и воспитание, совет отца. Упражнение 3. Объясните, как вы понимаете пословицу. Поделитесь мнением с одноклассниками. Напишите пословицу в тетради. Кривое дерево кривую тень бросает. Пословица означает, что недостатки, пороки или неправильные действия человека неизбежно порождают соответствующие.
то есть плохие, неверные или искаженные результаты. Простыми словами, от плохого человека или плохого дела не жди добра и правильных результатов. Упражнение 4. Рассмотрите схему советы взрослых. Үлкендердің кеңесі деген сызбаны қараймыз. Какие из них вам знакомы, что вы можете еще добавить? Не қосуға болады. Советы взрослых. Хорошо учись, выполняй обещания, говори правду, трудись, помогай людям, будь прилежным, будь добрым, слушайся старших, уважай старших. Запомните, как изменяется местоимение «ты». Кто? Ты. У кого? У тебя. Кому? Тебе. Кого? Тебя. Кем? С кем? Тобой. С тобой. О ком? О тебе. Упражнение 5. Измените местоимение «ты» и вставьте в предложение. Напишите в тетради. Нүктенің орнына «ты» деген местоименияны қойып шығамыз. В школе у дома, в школе и дома. У кого? У тебя есть обязанности. Чтобы вырасти хорошим человеком, кто? Ты их должен выполнять. Научиться многому предстоит кому? Тебе. Чтобы взрослые гордились кем? Тобой. Надо хорошо учиться. Учителя расскажут о ком? О тебе, ребятам.